Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье бай Старк». Создана Старк, выбрана вами. Салям алейкум, дорогие телезрители! В эфире очень вкусное кулинарное шоу «Софрага Буйранас». И я ее ведущая Айше Джевдетова. Сегодня у нас в гостях человек, который знает толк в приготовлении шикарнейшей восточной кухни. Асанбей Юнусов. Буйранас Асанга. Я очень рада вас приветствовать. Салям алейкум. Хош келдіңіз. Саба шәріфлеріңіз мүбәрек olsun. Аллах разы болсын. Сау болыңыз. Сізге де саба шерифлеріңіз хайырлы мүбәрек болсын. Сау болыңыз, жоқ сау болыңыз. Не бүгін пішірежекміз, айтыңыз бізге. Біздер бүгін иншалла пішірежеміз ташкентский свадебный плов. Çünkü біздер Ташкентте yaşadık. Енді анда öğrenip bu aşlarga hepsini bugün toy aşını yapacağımız inşallah. Başlayalım mı? Башлайық, бисмилля. Бисмилля деп başlayalım. Я вас попрошу сюда. Давайте. Яхшы. С чего начнем, Асанага? Ну, плов мы начнем, значит, с подготовки, значит, подготавливаем лук, морковь нарезать надо. Вот, и все поэтапно будем делать. Мясо нарезать надо. И, я думаю, потихонечку начнем. Так, я вам, наверное, доверю мясо. Давайте мне мясо, да. Все-таки больше Да. мужское дело, так скажем. Ножичек такой подойдет вам? Подойдет. Очень хороший нож. А я буду нарезать нашу красивейшую морковь, нашу крымскую морковку. Давайте. Плов у нас ташкентский, Асанага. Свадебный плов. Свадебный. Зачастую на свадьбах у нас готовится плов. У крымских татар так сложилось. А почему? Ну, почему я хочу сказать? Знаете, вот я уже в начале нашей передачи сказал, что мы жили в Узбекистане, ну и там, ну, естественно, мы в основном жили, ну, как бы их жизнью. Ну, там вот на все торжества, на праздники делают свадебный плов. Вот. И я думаю, это даже плов занесен в книгу рекордов Гиннесса, да, как праздничный, как самое лучшее праздничное блюдо. А занесен так что он это как не просто так. блюдо какой национальности? Узбекское? Это узбекское национальное блюдо, плов. Вот. Как И узбеки лучше их в мире называют никто плов? не говорит. Так же говорят, плов? Узбеки называют плов, да. Ну, сейчас уже модно говорить ош. Это в Ташкенте, да. Вот. Поэтому, ну, правильно плов. Правильно плов. Я знаю, что узбекская национальная кухня, она очень богатая. Очень богатая, очень богатая, да. вкуснейших, Да. блюд национальных и очень похожи на наши крымско-татарские. Да, очень похожи. Они тоже любят тесто, как и мы. У них очень много разнообразных блюд из теста. Вот. Сіз Қырымға Ташкенттен келдіңіз. Bizler Ташкенттен келдік. Қачыншы сенесінде? Bizler келдік Қырымға 1989 жылда. Машалла. Вот. Вы часто готовите, да, вкусняшки все? И я люблю вот дома по выходным дням. Вот я, у меня два сына, вот мы вместе любим приготовить плов, шашлыки, там, лагман, манты. Вот. Машалла, Ну и в то же это время специально. свои крымско-татарские национальные блюда. Вот мы любим чебуреки приготовить. Тоже янтыклар. сами готовите? Ну, это уже готовит жена, у меня вот невеста Гульнара. Они все вместе вот собираемся, готовим. Вот. Поэтому действительно восточная кухня, она очень разнообразная и очень такая, знаете, интересная.
И я думаю, вот в любой... Я вот часто вот ездил по Союзу, куда не приедешь, а говорят, ой, из Ташкента начинает, говорит, а вот это, как, а вот это. И сразу говорят, приготовьте нам, пожалуйста, плов там, сразу. Вот. Я говорю, а что у вас для этого есть? Они сразу там ищут, там, казаны, там все вот это, все бегают, суетятся, там, радуются. Ну, я думаю, что это всем приятно. Оно всем поднимает настроение. Конечно. Так, вот мы мясо нарезали. Мясо мы Айше Ханум. нарезаем вот так крупно, да? Да, достаточно? это крупный, это свадебный плов, мясо режется крупными кусками. Вот. А если в чайхане собирается там уже вот ребята, там мужчины, да, вот мужской плов, там уже в чайхане делается другой плов. Он режется маленькими кубиками, и это уже плов совсем другой. На свадебный плов приглашается много людей. И там и старики, и дети, всякие люди есть. Понимаете? И чтобы было доступно для всех, чтобы не было тяжело, берется в основном мясо говядина, ну и какой-то процент баранины. Ну где-то 60/40. И делается крупными кусками, чтобы оно было такое более диетическое, более такое съедобное для всех. Поэтому мясо нарезается крупными. На сегодня вот у нас мясо говядина. Мы режем крупными кусками. А нужно, чтобы было жирненькое, либо больше постное? Нет. С жирочками, Да, смотрю. ну, в основном постное мясо, постное, потому что своего жира там будет хватать, вот, масла. Поэтому мясо должно быть в основном постное. Но если с жирочком, оно тоже свой эффект такой дает хороший. Поэтому, я думаю, крупными кусками, вот, мы нарезали это, все приготовили. А вы помните еще с тех времен, вот мы сегодня готовим свадебный плов. Как проходят свадьбы в Узбекистане? Свадьбы проходят очень интересно, За знаете. несколько дней раньше, да? Да, там Готовятся, начинается все собираются приготовление, да. Там это очень интересное такое мероприятие у них. Действительно, как будто гуляет весь мир. Там все родственники приезжают, везут подарки, там все. Это очень интересно. Мы, знаете, выросли на этом, и как-то оно вошло в нашу жизнь. Конечно, Вот. это уже навсегда останется в вашей памяти. Білесің, біздер бұны көрдік, бәрабер остық, бұл біздің хаятымыз oldu. Хаятымыздың Elbette. бір парчасы. Білесің, мұн үшін біздер ұнытмамыз. Сіздер яшылар бекім көрмедіңіз, оғадарлық білмейсіз. Ләкин біздер бұны içinde yaşadık, көрдік, бардық. Мұн үшін бұл бек бір яқшы, бір Bizim dostlarımız. Dostlarımız. Onun için toy yaşı bu bek güzel, bek yaxşı. Aslında da toy pek güzel, Mirasım. Toyda bek güzel. Bizim toylarımız da bek güzel. Uların toyları da bek güzel. Onun için biz uların toylarından da aldık. Bizimkinden de koştuk. Her vaxt aytalar da yaxşı şey olsa mülkün almağa. Mana bizler de aş yapamız. Çok aşlar pişiremiz. Bunun için men belirleyeyim, yaxşı şey yaxşı. Endi bizler endi Kazan kerekim. mana kazanını alayıq. Bismillah. Так. Bunu береге koyayıq. Асанаха, вот посмотрите, морковки сколько нам нарезать? Морковки? Морковку надо всю Еще, нарезать. да? Да. Еще надо, да. Давайте. Вот так вот. Как часто готовите для близких? И кроме плова, чем удивляете? Кроме плова я еще удивляю. Я люблю готовить шашлык. Вот. Вы его маринуете заранее? Да. Ну, иногда маринуем, иногда не маринуем. Шашлык можно тоже по-всякому приготовить. Так же, как и плов, правда? Да. Так же, как и плов. А чем вот отличается ташкентский плов, допустим, от других каких-то? Ну, понимаете... Что-то добавляется? Мы вот жили в Узбекистане. Узбекистан – это большая республика, там много городов. Но в каждом городе есть своя, знаете, изюминка, свой почерк приготовления плова. Вот. Ташкентский плов. Ну вот Ферганская долина, вот, это вот Какан, Фергана, Андижан, Наманган. У них это в этой долине, они близки, вот Ташкент, у них одинаковый почерк приготовления. Вот, это... А вот Самарканд, уже Бухара, та сторона, они уже готовят немного по-другому. А сколько вот, в принципе, вы знаете сортов плова? Ну, мы Давайте вот, посчитаем.
Ну, я что хочу сказать. Много сортов. Я когда жил в Ташкенте, вот, я работал на такой работе, что я встречался с этим каждый день. Я работал в Главном управлении торговли города Ташкента. Вот. И мы организовывали все вот эти мероприятия, где принимало очень много людей, там много городов. Где нужно было вкусно накормить. Да. Ну, там все было, да. И мы это все видели. Ну, где-то приблизительно около 20 видов плова есть. Ого, Вот. даже так? Да, даже так. Поэтому... У нас вот недавно была гостья из Азербайджана, и она рассказывала о плове, у них готовят абсолютно по-другому. Рис отдельно варится, а потом поджариваются различные сухофрукты. Как интересно, у каждого народа свои какие-то Ну, изюминки. да, это, конечно, так. Ну, плов – это его, как говорится, сердце – это город Ташкент. Вот, Бесспорно. да. Поэтому там такие мастера есть, это, знаете, это просто интересно. И... Так, мы сейчас должны масло взять, налить масло. Так, я вам помогу. Казан. Масла нам Может нужно быть- много. Вот это взять побольше? А нет, нет, дайте, здесь сколько? Здесь 300 грамм? 300 миллилитров. 300 миллилитров. Ну, я хочу сказать, на килограмм риса идет 300 грамм масла. Мгм. Это А да. морковки сколько? А морковки, ну, на килограмм можно где-то 700-800 грамм. Наливаем масло. А вот расскажите мне хитрость одну такую. Вы сначала будете поджаривать лук или мясо? Нет, на свадебный плов сначала жарят мясо. Потому что я знаю, что некоторые поджаривают сначала лук. Нет, это в чайхане готовят Мгм. так. А большой плов готовят сначала мясо жарят. Вот в этом-то и тонкости, и секреты свадебного плова. В том, что он нежный, такой тонкий, можно сказать, диетический. Так, масло налили. Так, нам, наверное, нужно нарезать лучок. Соган намаз. Да, дайте я нарежу. Я сам нарежу лук. Как будете нарезать? Да, его можно резать по-разному. Здесь такого нет, что там как-то кольцами, там вручную, на весу или там на доске. Разницы нет. Конечно, в Ташкенте мастера, они лук режут так, но я могу порезать руку. Я не такой уж сильный мастер в этом. Ну, так нарезать можем. Когда нарезаете лук, плачете? Ну да. Смотря какой сорт. А готовили какое-то такое необычное блюдо? Самое-самое ваше необычное блюдо? Мое Такое, необычное блюдо, знаете, я как-то не знаю, как назвать, какое блюдо необычным, но я в основном, вот я говорю, могу приготовить плов, шашлыки, вот, жаркое могу сделать, чистое, вот как в чайхане делают, Такие по-ташкентски. ахайские блюда, так Да, скажем. да, жаркое, дымламу, вот. И не знаю, как необычные блюда. Я считаю, необычные блюда, это для нас вот сейчас открыли, суши там какие-то всякие вот это. Я считаю, что это... Вот это необычно. Да, а вот наши блюда, они все такие. Так, наше маслечко. А наше маслечко уже разогрелось, а помогает нам в этом наша прекрасная техника горения. Каждый стремится быть профессионалом в своем деле. Стать профессионалами на кухне вам поможет техника горения. Горение выбрано именно вами. Да, действительно, я согласен, что действительно горение одна из ведущих европейских фирм, которые действительно выпускают очень хорошие печи и холодильники, технику. У меня дома тоже, между прочим, печь стоит горение. Ох, вы порадовали жену такой покупкой. Так, я начинаю. А кто дома чаще готовит, вы или супруга? У меня супруга и моя невеста. Как зовут вашу супругу? Мою супругу зовут Елена Владимировна. Большой привет ей. Моя супруга Елена Владимировна. Вот. А Большой невеста привет. Гульнара. И Гульнарочке большой привет. Вот видите, как сегодня нас удивляет Асан ага. Так.
Так, Морковки у нас что-то получается очень много. ничего. Не испортит? Нет, нет, нет. Асан ага, а были какие-то такие смешные истории в вашей жизни? То, что запомнил. Смешные? Допустим, возможно, еще даже с Азии, с Узбекистана. Смешные истории. Да всякие бывают истории в жизни. Ну, как сказать, смешных много. Может, Так, чтоб связано делать что-то с какой-то акцент? приготовлением еды? Не знаю. Что-то забыли какой-то ингредиент или не досолили? Бывает, бывает, да. Все бывает. Все бывает в жизни, но я так припомнить и конкретно сказать, А чем занимаетесь, кроме работы? Какой ваш досуг? Может, Кроме какое-то работы. хобби есть? кроме работы, люблю со своим внуком поиграть, погулять. Сколько ему Да, годиков? он у меня такой, Взрослый уже? 4,5 годика ему. Машаллах. Вот. Абдулазиз его зовут. Вот. Я его, как называю, это моя жизнь. Вот. Ну, значит, Харбабашка будет скоро учить своего внука готовить. Всем А он изысканным уже блюдам. помогает, да. Уже помогает? Он уже помогает. Что вы ему разрешаете Он уже делать? берет там, если мы что-то начинаем, он тоже тут же обязательно начинает там брать вот это все, резать там. Я, говорю, помогаю. Я говорю, да. Савол, говорю. Машаллах. Весь в Харбабашку, Машаллах. значит. Да, 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 да. Так. А кто вас учил готовить? Откуда вы так умеете шикарно готовить? Кто меня учил готовить? Да. Мена Анам Рахметли. Вот, она 35 лет проработала в Ташкенте шеф-поваром. Поэтому мы выросли, все вот это видели, все. И как-то, знаете, оно как-то само собой пришло, что мы все это видели и научились. Хотя вот я вот так мог сравнить себя с другими, они даже понятия не имели, допустим, как что, а мы уже это все умели. Ну, походу, вот в жизни, кажется, оно вот смотришь и учишься, оно потихонечку, и сам не замечаешь, как уже ты вот в этом все. Но не каждый мужчина умеет так готовить, как вы. Ну, есть, да, мужчины, которые очень хорошо готовят, любят готовить. Вот мы, когда собираемся, каждый начинает говорить, а вот я вот так сделаю, а я вот так. Я сразу чувствую, что они действительно умеют, что они разбираются. И я думаю, что мужчина должен вот так как-то уметь, хотя бы вот когда собираться в компании где-то, чтобы что-то приготовить самим. Конечно, это же интересно, очень знаете, прекрасно. да. Вот. И помогать жене. Да. И вот мы когда в Ташкенте Радовать. жили, да, мы собирались там, ребята, вот в Ташкенте, когда собираются ребята, и там в чайхане сидят, там готовят, не обязательно плов. Плов, шурпу там готовят, жаркое готовят, там шашлыки. Это называется мероприятие гяп. Гяп – это разговор. Ну, интересно. И вот мы все там потихонечку учились, смотрели, тоже друг от друга брали. Интересно, очень интересно. Узбеки, конечно, у них это, можно сказать, в крови, они все могут готовить вот эти блюда. И Плов. мужчины, кстати, зачастую у них готовят Да, мужчины. они очень часто. хорошо готовят, да. Я просто вот смотрел все время и тоже старался учиться, как они делают. И вот в жизни пригодилось это все. Я думаю... Машаллах сизге. Асан ага, вот я вижу рис. Как вы выбираете рис на плов? Каким должен быть рис? Рис, вот я хочу сказать, что должен быть целый, чтобы не было, как говорят, вот сечка там попадается или что. Бывает какой-то специальный желтый плов, бывает продолговатый, краснодарский, разные-разные. Ну вот самый Вы лично хороший какой рис, выбираете? вот, я вот выбираю краснодарский рис. Вот. Он очень хороший, я думаю, такой, знаете, и пьет воду так, не боится. Наш Вот. рис торговой марки «Урожайна» Очень хороший рис. поможет нам сделать вкусный плов. Да. Урожайна – это мука и крупы крымского производства. Каши и гарниры из крупы урожайна всегда вкусны, потому что внутри упаковки только лучшие проверенные крупы. А тесто и выпечка из муки урожайна всегда получаются такими, как вы задумали. Именно поэтому нравится всем. Урожайна хозяйки знают, что выбирают. Асан ага, давайте немножко окунемся в ваше детство. Вспомните свое детство, ваши мечты. О чем вы мечтали? Ведь каждый человек, он о чем-то мечтает.
Мечты, да, всякие были мечты. Они менялись. Ну, как менялись? Ну, как я взрослел И мечты поэтапно. взрослели. То хотел быть одним, другим, вот. Видишь кого-то, думаешь, о, я буду такой. Ну, в основном я хотел вот как-то больше сфера обслуживания вот это. Знаете, мы в этой среде выросли. И я после окончания школы поступил в техникум советской торговли в Ташкенте, закончил его и стал работать в магазине товароведом и заместителем директора магазина. Машаллах. Вот. Уже в возрасте 20 лет я уже работал на этой должности. Ну и как-то мне нравилась эта работа. Ну, потом меня пригласили в горисполком. Я даже не ожидал этого. А чем там занимались? И меня пригласили и предложили работу в горисполкоме Главного управления торговли города. И я начал работать. Правда, первый вопрос мне задали там не торговый, ничего. Вы, говорят, печатать умеете? Ничего себе, А я это для говорю, чего? Я даже, ну так, мог там что-то. Я говорю, да, умею. А потом думаю, зачем я так сказал? Главное не растеряться, правильно. Вот. Ну вас взяли, приняли на Да, работу. меня приняли. Вот Там и было хорошо. 50 человек, отобрали всего 2. И я как-то удивляюсь. Потом пришел домой, еще папе говорю, баба, говорю, что-то, говорю, меня, говорю, там с магазина убирают, говорю, в горисполком, говорю, там, что хотят перевести, говорю, как-то, говорю, в магазине интересно, уже там живая работа, говорю. Он говорит, сынок, ты потом поймешь, иди там работай. И вот я пошел, и вот пошел, и стал начальником отдела организации торговли, Главного управления торговли города. Машаллах. Вот. Поэтому вот так у меня То есть сложилась жизнь. ваши да. мечты совпали с реальностью, Да. у вас все получилось. Да, и действительно, мне И было это так прекрасно. легко, да. И Нет я так, легче. мне было очень легко, и мне жизнь как-то повезло, что везде без всяких проблем вот я достиг вот этого в Ташкенте. Вот. Потом приехали в Крым. Чем тут занимались? Ну, Соğanчık koyacağım mı sen de soğanla ya da yok? Еще рано, да? еще 2-3 минутки и лук положим. Ну, в Крым, когда приехали, в первую очередь, как и все крымские татары, стали строить дом. Вот. А вы переехали уже с детьми? Нет, Нет. мы приехали с папой вдвоем, они еще были в Ташкенте, чтобы, ну, допустим, как-то надо было что-то найти, купить, или мы даже еще не знали, мы ехали, как говорится, в На темную. родину. Да, ехали, все говорят, вот там это не купишь, там это не то, всякие были проблемы, трудности в первое время, и поэтому семья была там в Ташкенте. Ну, здесь нашли участок, купили, начали строить дом, построили, уже ближе, когда уже заканчивали, приехала семья, мама приехала, жена, дети. И начали дальше вот достраивать. Когда построили дом, возник вопрос, надо же работать. Вот. И вы снова пошли в сферу торговли? Да. Ну, еще так получилось, что я когда сюда ехал, мне говорят, Асан Юнусович, когда пойдете на работу, говорят, прямо идите в Совет Министров и обращайтесь к министру торговли. Я так и сделал. Ну, я работал на большой должности, для меня сравнить Симферополь и Ташкент – это небо-земля. Что для меня? Думаю, ну, как-то пошел, зашел. Меня министр сначала не принял, заместитель приняла меня, министра. Она говорит, Асан Юнусович, я доложила министру, говорит, и, говорит, вас он примет через неделю. Я домой пришел, все. Родители, ну как, сынок, как? Я говорю, как? Ничего, говорю, все нормально, сказали через неделю. Через неделю меня министр принял, и сразу мне дали должность директора объединения Киевского продторга города Симферополя. Я с удовольствием домой пришел, думаю, радость, все плачут от радости. И вот так здесь началась моя... Поэтому не нужно бояться, нужно стараться, нужно стремиться. Нужно и всё стремиться, получится. стараться, да. А то мы привыкли, как-то загнали себя в угол. Надо ходить, везде надо обращаться, и все будет хорошо. Osvetanımızda yaşayın. Allah'a çok şükür buna. Он что, шкур Аллаха, мана, магада колу затлар, и почти здесь 20 лет работал руководителем. Все нормально, шкур Аллаха. А дети как-то связаны с торговлей? Или они пошли Нет, в дети другие нет, сферы? дети нет. связаны. Они, вот, старший сын у меня юрист, ну, у него экономическое и юридическое образование, младший экономист тоже. Вот. Поэтому у каждого своя судьба, каждый там, ну, не знаю, посмотрим, как дальше. Сейчас такого нету, знаете, что ты вот действительно вот
меняется, допустим, буквально сегодня так, а завтра уже по-другому. Конечно, это Поэтому, жизнь. да, это жизнь. Это раньше у нас была стабильность, мы знали все это. Сейчас сложно это сказать. Сейчас Я вот вижу, мясо у нас помещу. приправы. Какие приправы вот входят в состав плова? Зира. Что еще? Здесь у нас зира, паприка, немного кашниша, кориандра и шафран. Вот. Больше ничего не надо. Соль и перец по вкусу. Да, соль, перец по вкусу. А вот я еще вижу кишмиш. Да, ну свадебный плов это обязательно должен быть кишмиш, потому что он придает аромат, такой нежный, сладкий вкус плову. Что, знаете, оно действительно, его кушаешь, не наедаешься. Он становится очень Он, да, мягким, очень, воздушным. да, очень вкусный аромат придает он плову. Вот. Сейчас, я думаю, мы бросим Сухан. соган. А за суганом что последует? За суганом мяско потом- томится с лучком, да? Да, сейчас оно немножечко потомится, а потом бросим морковь. Вот. Так что, я думаю, все нормально. Конечно, плов готовить не на такой, на электрической, хотя она и горение, она хорошая. Но если готовить в казане и на огне, то это будет совсем другой эффект. Кстати, вот сколько было у нас в эфире мужчин, все говорят про костер. Да. А если бы на Уджахе, было бы лучше. Ну, конечно, да, это уже было бы... Это действительно. по-мужски. Вот, поэтому я думаю, что здесь тоже приготовим, все будет нормально. Вот. Так, теперь морковь мы нарезали, да? Всю нарезали? Морковь я нарезала. У нас ее получилось очень много. За луком последует морковь, да? Я так понимаю. Да. Кишмиш у нас уже... Он чистый. Его Кишмиш даже... вот именно такой должен быть, да, желтенький? Да, да. Не Коричневый, черный? коричневый. А Нет, почему? черный. Ну, это для плова. Ну, в Ташкенте ложат и желтый такой. Знаете, он очень тоже сладкий. Ну, в основном вот такой коричневый. Вот он для плова очень хороший. Между прочим, это, по-моему, тоже ташкентский, изюм ташкентский, да, кишмиш. Это ташкентский. Он хороший. Вот. Ну, черный, знаете, его кушают, а для плова, вот, для каш, ну, всяких каш, ложат вот этот. А некоторые, я здесь смотрел, на центральном рынке даже ложат вот этот черный, который его кушают. Но это, может, для украшения так. Может быть, Вот. конечно. А его не ложат в плов. Мне тут уже вопрос задавали, когда я готовил, они говорят, а мы видели черный такой. Я говорю, ну это неправильно, это для украшения. Видел, он на белом, на фоне это плова, он красиво смотрится так, а кушать его неприятно. А вот этот, между прочим, то, что надо. Сладкое любите кушать? Сладкое очень люблю. Вот. Ну, жена всегда ругает, сладкое много не ешь, соленое не ешь. Балует вас вкусняшками? Поэтому я все равно ем. У нас, как мой внук, мен торыным Абдулазиз, уда татлы шибек севе. Оле севе, Алла bu конфетлерін қача сақлана, сол отырып ашай анда. Бала да ол. Бала, лекин уға тішлері бүтін чұрды бұл конфетлерден. Вот. Поэтому сладкое это хорошо, но в то же время плохо. Так, поэтому А сейчас... сладкое с чем вы? С кофе предпочитаете или с чаем больше? Давайте с кофе, с чаем. с Я чаем. вас сейчас угощу вкуснейшим хаве. Да? Конечно. С удовольствием выпьем. С ваших рук. Татарлар хавесіз олмай. Добрый. А кофе у нас великолепный. Кофе Леба Голд. Кофе Леба – это самые современные технологии производства и лучшие сорта отборной арабики в купажах. Кофе Леба – это неповторимый вкус и бодрящий аромат в каждой чашке. Хаве Мусенде Паши. Хаве Севес. Sevem қаве, sevem. Meni қатыным да бек севе қаве. Күнде 3 kere içe. Sabahını nasıl başlarsınız? Kahveden mi?
сабаны бисмилля деп біздер мен қаведен башламаймын. Мен чай içем, соң қаве içем. А хатыным қаве içем. O'zbekistonda da öyle yaparlar, öyle mi? O'zbekistonda. Kahveden başlamaylar sabahı. Çaydan başlaylar. Çaydan, yeşil çaydan. Вот. Bizler, lekin meni anam, babam ular kahveden başlaydılar. Men bilmeyim, men başta çay içem, limonlu çay içem. Sonundan son kahve içem. Говорят, что правильно, когда просыпаешься, пить сначала воду немножко, Su içmek. а потом уже Bek doğru, o da var. ашханемыз işlemeye başlasın. Doğru. Onu birden kahveden, keskin kahveden bassan, bekim ağırlık olur, bekim ziyanı olur, Allah bilir onu. Lekin ko'k çay yaxshi olur. Kahveni cezvede pişirse pek lezzetli olur. Ya doğru. Cezvenizde bir dülber cezve. Evet. Kırım Tatar cezvesi. Bek dülber. Kokamağa başladı etçigimiz. Endi bir kokuları çıkıp başladı endi inşallah. Olur. Как проводите свой отдых? Посещаете театры, концерты? Раньше посещали театры, ну а сейчас уже Нет времени? как-то, и не знаю, как-то жизнь какая-то, вообще как-то другая стала жизнь. В основном Чем себя радуете? приглашают на банкеты, на день рождения, на свадьбы. Вот. Даже жена иногда говорит, давай с тобой сходим в театр. Я говорю, какой театр? Куда? Она говорит, вот, недавно, кстати, она мне говорила, что давай пойдем в театр, там посмотрим вот это, там или какой-то должен этот артист приехать, певец, говорит. Я говорю, ну хорошо, говорю, посмотрим, говорю, когда это будет? Она говорит, ну через там месяц, что ли. Я говорю, ну посмотрим, говорю. А Так. потом забылась, да? А нет, еще времени не прошло, всего прошло 10 дней. Ну так вот Посмотрим, там сходите. видно будет. Сходим, Сделайте жене подарок. сходим, Праздник души. да. Иногда нужно. Так, потихонечку у нас здесь готовится. Так, я приготовлю наши стаканчики. Filcanlarımızda Lebo firmadan. Оригинальные чашечки. Бисмилля деп. Бисмилля. Вот такой с пенкой. Буйранос. Не каждый так умеет с пенкой. Ну, видите, я всегда всем гостям варю хаве, поэтому у меня уже рука набита. Получается, да? Да. Буйранос. Бисмилля. А ну-ка, сейчас посмотрим. Ну, запах, конечно, Вкусный. очень-очень вкусный запах. Наверное, думаю, вкус тоже хороший. Бисмилля. Ayşe Hanım, endi bismillah deb açayıq, baxayıq ya, ne oldu? Elbette. Etlen soğan neday derecege keldiler. Allah'a şükür, yaxşı, hepsi yaxşı. Endi Морковинос. endi Koşayıq, markovunu koyayıq. Я знаю, что в Узбекистане растет еще какая-то такая желтая морковка. Да, Тут да, в Крыму да. такой нет, я не Совершенно правильно. В Узбекистане, в Ташкенте именно, в основном употребляют, применяют для приготовления плова. Это желтую морковь. видела. Мы начали разговор о вашей супруге. Это один из самых родных людей. Мужья, жены, дети, это ваша семья. Как вы познакомились со своей супругой? Вспомните? Со своей супругой познакомился. Это, ну, я что хочу сказать. Познакомился, очень интересно, но я такой был, знаете, трус. Я ни с кем, с женщинами не знакомился, я не знал, как это сделать. Вот. А у меня был такой друг в Ташкенте, мы учились вместе, Гена. И он говорит, Асан, я тебя, говорит, с ней познакомлю. Гена, говорю, не надо, я не знаю, как подойти, что сказать, что спросить. То есть мы вы молодые ее еще были. увидели, Да, я вам никогда она ни с кем не понравилась, встречался, да. но Я подойти ее увидел, боялись. да, он узнал, говорит, кто. И постоянно мне вот это, и он нас познакомил, вот.
И все как-то пошло, гладко начали встречаться. Вот. Потом была свадьба, ну, правда, через 6 лет. Вы встречались? Да, мы так 6 терпеливо встречались 6 лет. Машаллах. Ждали друг друга, то я в армии, то учились, то еще проблемы были. Настоящая любовь. Да. машаллах. И вот у нас была свадьба, и на этой свадьбе был свидетель мой друг Володя. Вот. И он все время говорит, видишь, у меня какая легкая рука. Я за вас расписался, что вы живете, говорит, и у вас все без проблем. Я Так говорю, что, Володя, спасибо вам за то, что познакомили. вот. И Поэтому, родилась такая да, прекрасная семья. Поэтому жизнь, она интересная, да. Можно было рассказать подробно, все красиво, я так в 2 словах. Поэтому вот, слава Богу, живем, у нас дети, все хорошо. Дай Бог, чтобы все так жили. Иншаллах. Вот, Всем иншаллах. счастья, всем любви. Да. Так, после морковки у нас последует что? Сейчас мы должны налить воду. Водичку. Да. Сейчас мы должны налить воду. Наливаю воду. Да. Наливаем водички. Так, и будет ровно литр. И получается ровно литр. На килограмм риса литр воды. Это норма. И почти килограмм морковки. Да? Ну да. Ну, сейчас мы почистили, убрали все это, кожурочки. Здесь осталось грамм 800 морковки. Это нормально. Теперь будет готовиться уже и Да, наша теперь сейчас морковка. прикроем крышечкой немного. Пускай наберет обороты, а потом уже посмотрим дальше. Майонез «Мечта хозяйки» – это классический состав, классический вкус. В составе с отборными ингредиентами «Мечта хозяйки» – это такая доскональность, ну просто пальчики оближешь. «Мечта хозяйки» гарантированно вкусный результат. Bir necha qo'ymoq kerak, vaqti keldi. Qani bismillah deb. Bizim dur, Aysha Hanım, bir pırnachimizni qani Aysha Hanım qo'yamiz. boshlaymiz. Bismillah deb. 1 кило пырнычымыз. Сегодня мы готовим плов на 1 килограмм. Соответственно, риса у нас 1 килограмм. Все красиво распределяем. Да, Да? да. Поправляйте меня, если Вы что-то молодец, Аиша, неправильно. вы так хорошо можете, даже лучше, чем я. Ну, каждая женщина должна уметь. Дорогие телезрители, наш плов готов, наш свадебный ташкентский плов. И мы будем с удовольствием пробовать, потому что уже очень хочется. Безумно Покушать вкусно его, да? пахнет, безумно аппетитно выглядит. Я Буйренос, думаю- сізде буйренос. Qani bismillah. Посмотрим, что у нас тут получилось. Посмотрим. Qani bir baqayıq, ne oldu? Кишмишлерimiz de içinde var. Qani bismillah. Я бы сказала так. Здорово. Вах. Очень вкусно. Я думаю, у операторов слюнки текут, наверное, мы кушаем. Кстати, Азанбей, он скромничает. Проходил на Курбан-Байрам такой фестиваль, и он там стал победителем. Он приготовил самый лучший, самый вкусный плов и был награжден. А вы скромничаете, не рассказывайте нам. Да. И у вас даже есть награда, грамота. Вам вручали, я Да, видела, я да, там да. присутствовала. За лучший плов на фестивале, который проходил в парке Гагарина. Там был фестиваль плова, куда я был приглашен. Там готовило человек 10. Среди них Да. были и узбеки, и различные другие Да, там было люди. 10 человек, и я как-то вообще чувствую себя уверенно по отношению к плову. Но когда увидел там мастеров с Андижана, с Намангана, там, Ферганы, я думал, может быть, я не смогу их обойти. Вот. Но вы стали лучшим из лучших, с чем мы вас поздравляем. Спасибо, И спасибо. сегодня тоже вам хотим вручить небольшой презентик Ух ты, даже приз. от нашей торговой Презент. марки Лебо. Будете пить хаве, вспоминать нас. Мы очень рады были вас видеть на нашей кухне. Келіңізді абызге. Sağ olun, sağ olun. Sağ olunuz, çok sağ olunuz. А наша передача подходит к концу. С нами был Асан Ага Юнусов и я, Айша Джавдетова. До встречи на канале Миллет.
устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез «Мечта хозяйки». Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье by Stark». Создана Stark, выбрана вами.